Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen... В Национальной библиотеке имени Алыкула Усмонова прошел литературно-поэтический вечер, посвященный великим поэтам-мыслителям Алишеру Наваи и Захириддину Мухаммаду Бабуру, приуроченные к дню их рождения. На вечере поэзии и дружбы, организованной Республиканским узбекским национально-культурным центром при Ассамблее народов Кыргызстана и Национальным союзом писателей Кыргызстана, приняли участие и выступили представители правительственных структур, известные ученые, писатели, поэты из Кыргызстана и приглашенные гости из Узбекистана, представители ряда дипломатических представительств, а также творческая интеллигенция и общественность. Выступавшие отметили выдающуюся роль великих поэтов, государственных деятелей, гуманистов и ученых Алишера Наваи и Захириддина Бабура в мировой истории и литературе. Идея человеколюбия, братства, равенства, дружбы и милосердия, воспетые в творчестве этих мыслителей, остаются актуальными и востребованными по сей день. Они в течение 500 лет оказывают позитивное влияние на мироустройство и мировоззрение человечества. Посол Узбекистана в Кыргызстане Рашид Камилов отметил, что творческое наследие Алишера Наваи оказывает огромное влияние на развитие духовности и просвещение человечества, в первую очередь важность творчества узбекского поэта в воспитании национальной гордости и чувства патриотизма у подрастающего поколения. На чужбине скиталец веселым не будет. Люд ему заступником милосердным не будет. Золотая клетка, где вырос хоть алый цветок, соловью шипами своими гнездом не будет. В своих произведениях Наваи возвеличивал верность, дружбу между людьми и народами, патриотизм и гуманизм. Бабур изучил караванные дороги, соединяющие крупные города страны, и в каждом случае описал их со всеми подробностями. С особой гордостью хочу отметить, что в прошлом году уважаемые союзы писателей Узбекистана и Кыргызстана по одному номеру своих периодических изданий посвятили узбекской и кыргызской литературе, великим произведениям Алишера Наваи и Захириддина Бабура в переводе на узбекский и кыргызский языки. Узбекистан и Кыргызстан и далее будут активно расширять культурно-гуманитарные контакты между народами, всесторонне укрепляя дружественные взаимоотношения и стратегическое партнерство, мир и стабильное развитие в регионе Центральной Азии. В красочной, зрелищной, художественной части исполнены песни на стихи Алишера Наваи и Захириддина Бабура, декламированы стихотворения и отрывки произведений классиков на кыргызском, русском и узбекском языках. Демонстрированы сцены из спектакля «Бабур» актерами Академического узбекского музыкально-драматического театра имени Бабура.
патриотическое воспитание молодежи – залог успешного развития общества и государства. В каждом государстве мира существуют целые программы патриотического воспитания молодого поколения. Быть патриотом своей страны – всегда большая честь для любого человека, имеющего гордость и собственное достоинство. Но патриотами не рождаются, ими становятся. Причем патриотическое воспитание в уверенно развивающемся государстве не следует оценивать только как творческий процесс. Как воспитывать патриотизм у молодежи? Такими и другими вопросами мы обратились к ректору Кыргызского национального университета имени Джусупа Баласагына Канату Садыкову. Вы несете статус национального университета. Скажите, пожалуйста, как воспитываете свою молодежь в духе патриотизма, в национальном духе? Ну, конечно, вы правы. Статус национального обязывает нас вести особую работу, связанную с воспитанием студенческой молодежи. Это очень серьезная задача. И сразу надо отметить, что у нас для исполнения этой задачи, согласно распоряжению Министерства образования, введена особая должность, которая, во-первых, связана с вопросами развития национального языка и воспитанием молодежи. То есть, получается, у нас один из проректоров занимается воспитательной работой, вместе с тем он отвечает за развитие языка, национального языка в Национальном университете. В связи с этим, конечно, множество мероприятий, которые связаны с молодежной политикой, у нас проводятся согласно плану, который утверждается ежегодно. Но и особое место среди них занимают такие праздники, которые связаны с Днем университета. Кроме этого, у нас отмечается День флага, День кыргызского национального колпака. У нас все мероприятия, которые связаны с ведущими учеными, юбилеями видных политических и деятелей в Национальном университете, проходят на самом высоком уровне. Вот недавно мы оформили в фойе нашего главного корпуса еще один стенд с фотографиями представителей, которые являются выпускниками Национального университета. 3 категории мы там сумели остановиться потому что у нас статус национальный, чтобы студенты видели. Это в первую очередь герои Кыргызстана, как национальные герои, кто имеет статус героя Кыргызстана, кто имеет статус народного учителя, и кто имеет статус народного писателя, поэта, и в сфере культуры, искусства, которые оказали большую роль, выпускники нас. Это большой стенд, в котором более 60 фотографиями представлены именно деятелями тех выпускников Национального университета, которые в свою очередь вложили свой вклад в развитие национальной культуры, науки, общественного развития политической деятельности. Я думаю, что Национальный университет имеет все основания для того, чтобы гордиться тем, что мы носим такой почетный, скажем, статус национальный. И у нас в Национальном университете одними из первых факультетов, которые были открыты, это были факультеты филологического профиля, кыргызский язык, история, география, экономика. И поэтому у нас вот эти 4 факультета, первые, которые были открыты, естественно, научного профиля, математического и другого факультета, которые были открыты. Позже они каждый дал свою ветку, и полноценные факультеты, которые обеспечивают кадрами нашу республику в плане развития таких наук, как история Кыргызстана, археология Кыргызстана, языкознание, философия, политология. Все эти ученые в первую очередь выходили из стен Кыргызского национального университета.
Поэтому воспитание молодежи мы начинаем с первых этапов их поступления, рассказывая об истории Кыргызского национального университета и говоря о том, какую роль играл этот университет в жизни, культурной, научной жизни Кыргызстана. На встрече с руководством столичных вузов и ПТУ, преподавателями и студентами вузов в здании Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына президент страны Сооронбай Жээнбеков сказал: «Мы страна, которая строит свое будущее не с помощью богатств, недр, не количеством населения, а за счет ума и знаний. Надо воспитывать молодежь, жить честно, защищать согласие в обществе, быть патриотом своей страны. Наша задача – профессиональная подготовка молодежи и обучение, чтобы они способны были найти достойную работу не только на внутреннем рынке, но и на внешнем рынке труда. Мы сможем этого добиться». Вы знаете, вы говорите истории, да? Действительно, если молодежь не знает свою историю, может ли он устроить будущее? Конечно, человек, который плохо знает свою историю или историю государства, в котором он живет, историю народов, которые даже присутствуют вокруг него, он очень не может себя считать человеком вполне культурным и образованным. Поэтому от таких людей, которые, скажем, далеки от знаний по истории своего отечества, своей родины, ждать особых каких-то успехов в дальнейшей жизни сложно. Возможно, он будет хорошим профессионалом, но ориентированным только на то, чтобы приносить пользу лично себе, возможно. Каждый должен знать историю своей страны. Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Почему нужно знать историю своей страны? Образованный и культурный человек должен знать о своем прошлом. Это уважение нашим предкам. Из истории отдельных семей складывается история всего государства. Если бы мы не знали историю своей страны, тогда бы мы и не знали свое происхождение. Если мы не знаем своего прошлого, мы не сможем построить счастливое будущее. Знание истории убережет нас от ошибок в будущем. Каждому человеку нужно знать историю своей страны, чтобы быть ее достойным гражданином. Скажите, пожалуйста, можно считать молодежь инвестицией в будущее? Безусловно, наше будущее – это, конечно, наша молодежь, которую мы сейчас видим, которая присутствует в школах, в университетах, и насколько эффективно они будут осваивать этот период программы, учебные знания, получать новые, современные, настолько и будет выглядеть более развитым наша страна в будущем. Поэтому молодежь, будущее и образование – это инвестиции в будущее. Кто должен воспитывать молодежь по политику? Вы знаете, раньше, конечно, у нас были такие дисциплины, я до сих пор их помню. Это история КПСС, научный коммунизм, значит, вот где мы госэкзамен даже сдавали, завершающий по научному коммунизму. И это идеологическое воспитание становилось компонентом образования. Да. И в этом отношении существовали объединения, Коммунистический союз молодежи, комсомол и другие, значит, органы, которые системно занимались воспитанием политических взглядов молодежи. С падением СССР практически мы стали свидетелями разрушения этой идеологической системы, которая была тесно связана с воспитанием. И сейчас мы возвращаемся к тому, что воспитанием должны, конечно, заниматься отдельные структуры, это студенческие объединения, студенческие советы, которые сами формируют свой план мероприятий. Конечно, мы их направляем, пытаемся, чтобы они, значит, с ранних периодов обучения воспринимали в себя самые важные для воспитания молодежи идеологические
ориентиры. Но общество сейчас, как вы знаете, ориентировано очень сильно на демократические, скажем, идеалы. И некоторые понимают демократию не как уважение к правам всех людей, которых решают, а только как к своим требованиям и интересам, с волеизлияния, собственно, ставят выше. На этот сложный период действительно мы тоже переживаем и видим, что недостаточно сейчас уделяется внимание централизованному идеологическому воспитанию. Можно сказать, это централизованное идеологическое воспитание, которое входит в компонент образования, уже практически не существует. Не существует, потому что, скажем, мы изучаем это просто как компонент истории, которая прошла. Но как вот идеологический компонент образования сейчас отсутствует. В этом плане мы можем сказать, это и хорошо, и плохо. В целом хорошо, потому что все-таки идеология иногда навязывает те, значит, вот ограничения, которые не позволяют человеку выразить самостоятельно свою мысль. Плохо то, что погоня за демократией привела к появлению худших образцов чужой культуры. Вот эти элементы, конечно, разрушительно действуют на новую молодежь. Они считают, что демократия – это вседозволенность, что это свобода выражения своих чувств. И поэтому, поэтому я думаю, что именно педагоги, именно на этапе, когда молодежь созревает в университетах, должны уделять этому большое внимание. Мы пытаемся, конечно, надеемся на студенческую самостоятельность, но тем не менее не снимаем с себя, скажем, именно миссии по воспитательной работе. А воспитание, в принципе, должно основываться на культуре. На культуре. Чем больше человек знает свою культуру, национальную культуру и традицию, язык, историю, тем больше он проникается идеей того, чтобы сохранять те традиции, которые выработаны веками в определенной национальной культурной среде. Я думаю, что тот, кто уважает собственную культуру, должен отличаться еще и тем, что он уважительно относится к культуре других народов. Если он не знаком с основами собственной культуры, то, естественно, он никогда не заинтересуется этим у других людей и будет считать, что, в принципе, они все современные люди, которые должны только руководствоваться идеалами свободы выражения чувств и мыслей. Это никуда. Это путь никуда, это путь к разрушению культуры. А что вы думаете, молодежь и молодежная политика в государстве? Вы знаете, в свое время, чтобы руководить новым государством и заниматься этими вопросами, нередко молодежную политику соединяли то со спортом, то с культурой, то с образованием. В последнее время практически эту работу по созданию каких-то госструктур полностью ликвидировали. Я не помню, когда уже, скажем, в последний период даже молодежь к Минтруду и миграции привязали. Но если говорить о молодежи, то мы все прекрасно знаем, что молодежь в основной своей массе до 23, до 25 лет – это обучающаяся молодежь, образовательная среда, которая их воспитывает. И часто ругают школы, университеты, что они мало проводят мероприятий, связанных с воспитанием молодежи. Но если вы придете на эти мероприятия, на любые мероприятия, которые связаны с какими-либо значимыми датами историческими, либо с мероприятиями культурного профиля, то где вы увидите столько молодежи, как не в школе и не в университетах. Поэтому я считаю, что было бы правильно все-таки этот компонент воспитания молодежи все-таки отдать в среду образования, потому что воспитанием заниматься должны именно педагоги, и в среде школьной, вузовской или вот профессиональной подготовки студентов это наиболее естественно осуществлять совместно эту молодежную политику. К сожалению, об этом мы очень поздно говорим. Миссия учителя даже в школе сейчас ограничивается в основном преподаванием,
отвели свои часы и ушли. А забываем о воспитании, и в итоге мы находим такие последствия, когда дети в малолетнем возрасте уже становятся преступниками, некоторые несчастные брошенные дети идут на крайний шаг, суицид увеличивается среди детей. Поэтому я думаю, что, скажем, вот в среду воспитателей, в среду именно тех людей, которые занимаются, кроме преподавания, еще и детской психологией, детским воспитанием, и идеологическим воспитанием, культурно-эстетическим развитием, все-таки должны заниматься в образовательной среде. Те, кто танцует, кто рисует, кто ходит в эти кружки, кто близко общается и развивает свои физические и духовные навыки, это обычно те, кто ходит в среду образования. И стандартную, и те, которые мы называем как дополнительного образования, там, кружковой работы. Вот эти моменты, я думаю, что не надо их идеологизировать, надо укреплять образовательную среду новыми воспитателями, новыми элементами занятия досуга детей, развивать эту среду, и она даст результат больше, чем мы будем просто создавать или возрождать комсомол или еще какие-то искусственные государственные организации. Отдайте эту среду образования, укрепите среду образования, чтобы там были воспитатели, педагоги, которые бы досуг детям культурный могли создать. И тогда мы решим очень многое, что связано с вопросом воспитания будущего поколения. Канат Альевич, еще у меня давно созрел вот этот вопрос. Почему бы в учебном заведении дополнительные уроки патриотизма не вести? Как вы думаете, это возможно? И насколько она важна? Я думаю, что в принципе, конечно, это очень важно в школах. Так и начинается с родиноведения. А родиноведение – это предмет, который, как говорится, начинается с букваря. Да. Это с чего начинается? Родина. Да. С картинки в твоем букваре. И это понятно, что вот дополнительное патриотическое воспитание, как предмет отдельный, как предмет воспитания, он не нужен. Знаете почему? Потому что воспитание присутствует везде. В школе, даже, в семье, в обществе. Даже в разных предметах, особенно связанных там, скажем, с гуманитарными предметами, потому что мы говорим о своих исторических личностях, например, которые когда-то в истории Кыргызстана сыграли огромную роль, внесли свой вклад в историю, одновременно воспитание. Мы говорим о географии, можно сказать, какая большая, разнообразная в Кыргызстане, значит, вот земля представлена, и природа, землей, горы. Любовь к природе, это тоже собственное, гордиться своим Кыргызстаном, это тоже патриотизм. Ну и другие все, скажем, предметы, они так или иначе касаются того, чем человек может заняться для того, чтобы найти и реализовать себя в будущем. Ведь основная задача образования – это не только дать знания, я считаю. Важно в человеке разбудить его творческий потенциал, связанный с какой-то деятельностью. Может, кто-то хороший математик, кто-то эколог, кто-то биолог хороший, который может. Но надо найти это зерно, и развить в нем это в человеке, потому что человек должен создавать, а не разрушать. И вот эту идею, что человек – это тот полноценный, является тот, кто что-то создает, творческое, красивое, новое, что украшает землю, это и есть основная миссия человека. Когда меня молодежь спрашивает, а чем вы считаете, должна заниматься молодежь? Молодежь, я говорю, должна заниматься созиданием, выражением себя, найти себя в этом мире через созидание, через то, что вы пишете стихи, рисуете картины, изобретаете какие-то полезные для человека, общества, какие-то новые аппараты, облегчающие труд человеку. То, что вы создаете этот. Если вы только пользуетесь тем, что для вас в готовом виде кто-то преподносит свои продукты,
от пепси-колы до жвачки и до других вещей. Но при этом вы в жизни никогда ни одного платочка не вышили и ни одного, можно сказать, какого-то предмета, табуретки даже руками своими не сделали, то вы потребитель. Вы живете за счет того, что кто-то создал для вас готов. Если вы хотите себя почувствовать человеком и сделавшим что-то для окружающих, то вы должны нечто создать такое, чем бы радовались и наслаждались другие люди. Слышали, золотой молодежь. Насколько она подешевела или наоборот? Вы знаете, когда-то это была золотая молодежь, которая больше была связана с тем, что их родители относятся к такой высокопартийной номенклатурной среде. Была среда молодежи, и сейчас, возможно, есть, которые получили доступ к каким-то, ну, скажем так, элементам роскоши, не заслужив это, а за счет своих родителей. Золотая молодежь сейчас уже, конечно, стала не та. Когда-то была такая мечта у всех на начале этого переходного этапа поиска, что если у тебя есть хороший автомобиль, сотовый телефон, там красивая одежда, то ты уже как бы считаешься человеком, достигшим успеха. Но сейчас я вижу, что в принципе эти все ценности материальные в принципе доступны для людей среднего достатка. И эти все вещи, они в принципе с каждым годом дешевеют и исчезают. Значит, скажем, это не показатель того, что ты относишься к золотой молодежи. Сейчас я думаю, что умная молодежь, которая получила возможность доступа к каким-то материальным благам, больше старается получить образование престижное в каких-то высших учебных заведениях, в которых потом с перспективой для собственного роста и собственного, скажем, собственной карьеры. Вот эту молодежь можно считать золотой в том плане, что она правильно использует тот ресурс, который ему подарила, скажем. Просто судьба вырасти в этой среде. Я об этом почему вспоминаю? Недавно проходил конкурс красоты, и победительницы этого конкурса, конечно, девушки очень красивые. Но получается, что в принципе это не их заслуга, что они такие красивые. Это им Бог подарил, это их родителей надо благодарить, что они дали им такие гены. Все остальное, что сделает их действительно красивыми, От самих себя. это от них самих. И точно так же золотая молодежь, конечно, бывает так, что из среды золотой молодежи, к сожалению, успеха добивается очень малый процент, чем из тех, которые, в принципе, относятся к тем, кто трудом и потом брали свою и делали свой успех. Ну и в этом отношении золотая молодежь чаще подвержена таким искушениям и страдает от этого, чем те, кто стремится сделать и достичь эти вещи, и ценит эти вещи, то, что получает не от кого-то даром, а то, что заработано своим потом. Оно становится более ценным для этого человека, и он формируется как личность. Наконец, последний вопрос. Вот, воспользуясь случаем, через нашу программу «Мосдружба», чем вы обратитесь к молодежи Кыргызстана? В первую очередь надо любить свою культуру, понимать разницу между тем, что навязывает современный стандарт, не всегда хороший, ну, в смысле такой, отвлекающий человека от духовного развития. Лучше, глубже изучать собственные традиции, глубоко их понимать и ценить. То есть мы все хотим, чтобы нас как бы называли представителями определенной нации, к которой мы принадлежим. И говорили, вот он настоящий кыргыз, настоящий азербайджанец, настоящий русский или еще кто-то. Что это означает? Это означает, что таким человек становится, когда он соответствует лучшим качествам этих наций, когда он в принципе, представляет свою нацию. Достойно представляет свою нацию и знает свою культуру, свою историю и традиции. Тогда этот человек, в принципе, никогда по жизни не потеряется. Легче заниматься подражательством кому-то. Можно, значит, изображать из себя швейцарца,
надев швейцарскую шляпу, можно одеть английский костюм, но невозможно вместе с костюмом одеть душу этих людей, культуру этих людей перенять таким образом. Поэтому каждый должен соответствовать своему, скажем так, вот, природному и соответствовать тому, что родители, та земля, на которой выросли предки, чтобы соответствовать в полном смысле. То есть быть патриотом – это очень хорошо. Но при этом, второй момент я хотел сказать, патриотами и некоторые считают тех, национализм, которые считают, что вот, мол, другие нации стоят ниже или почему-то имеют другие характеристики, и поэтому они не соответствуют идеалу. Абсолютно. Быть патриотом – это не значит не любить другие представителей нации или считать их ниже себя. Это уже признак отсутствия ума и культуры достаточной. Поэтому я считаю, что второе пожелание – всегда ценить тех людей, которые являются носителями другой культуры, другого языка, другой культуры, другой национальной традиции, и относиться к этому все же. От этого только выигрывает, обогащается человек. Мы всегда воспитываем и думаем, что чтобы национальные, интернациональные традиции, они были сплетены. И тогда в единстве рождается вот этот мир и покой. В Москве 3-4 февраля впервые в России прошел телевизионный проект по народному танцу «Folk of Dance». Отборочные туры проходили в 12 городах России и СНГ, Европы, в котором приняли участие более 1000 танцоров или более 100 коллективов. Его участники, представители 25 стран мира, сражались за звание лучшего танцевального коллектива мира. В итоге определились обладатели гран-при в 6 номинациях. Казахстан на этом авторитетном конкурсе представил ансамбль «Бахар» при Ассоциации азербайджанцев в Казахстане. В итоге соревнования многонациональный коллектив, куда входят дагестанцы, русские, казахи, турки, азербайджанцы, уйгуры, корейцы и другие, завоевал гран-при. Руководителем «Бахар» является Рита Асланова. В состав ансамбля входит около 300 человек. Она вложила в ребят всю свою любовь и силу, покоряя публику зажигательными танцами, профессионализмом и яркими костюмами. Ансамбль «Бахар» был образован в 2002 году. Благодаря финансовой поддержке руководителя Ассоциации азербайджанцев в Казахстане, доктора технических наук Абилфаса Хамедова, ансамбль успешно продолжает свою деятельность по сей день. Ансамбль кавказских танцев «Бахар». Ну, что я могу сказать в свою очередь? Во-первых, все родители здесь. Просто вот все родители, потрясающе красивые мамы, сумасшедшие красивые просто, потрясающие папы красивые, старший состав коллектива, да, я так понимаю. И вообще я хочу отметить, что это очень многонациональный коллектив. Здесь и русские, и азербайджанцы, и дагестанцы, и казахи, и даже есть уйгуры. Просто представьте, просто сумасшедший накал был на сцене. Но, ребята, а сейчас, конечно, важно послушать, что скажут уважаемые члены жюри. Самое главное, что меня порадовало, это то, что многонациональный такой коллектив из многонациональной республики Казахстан. Я сам родился в период высылки депортации чеченского народа в 1944 году. Родился в Казахстане. Для меня это тоже родина. Вот. Самое главное, что меня поразило, вот ребята разных национальностей,
они сумели передать характер и манеру кавказского танца. По-моему, казахи лучше танцевали, чем кавказцы. Вот просто вот это самая большая заслуга этого руководителя. Вот, ну просто не могу не сказать, ну 10 просто. Молодцы, ребята, молодцы. Итак, 10, 10, 10, 10, 10! Все десятки! Несется стремительно земной шар, а вместе с ним и мы. По своим делам, заботам, пунктам плана, оправдывая темные круги вокруг глаз и мелкую сеточку морщинок естественной красотой и необходимостью с достоинством принимать свои годы или какими-либо другими отговорками. Годы оставляют на наших красивых и молодых личиках свой отпечаток. Поспорить с этим трудно, но есть определенные решения, которые позволяют нам сохранить и поддержать нашу с вами молодость. Ведь косметическая индустрия не стоит на месте, а вместе с ней и расширяются возможности по выбору вспомогательных средств и процедур по уходам за кожей. Татьяна Альбицкая, врач-косметолог, советует, чему стоит уделить внимание и над чем задуматься прежде, чем начинать путь к самой себе, желанной, красивой и вечно молодой. Мы будем рады видеть вас у нас в своем салоне. Мы можем вам здесь предложить комплекс косметологических услуг, связанных с уходом, с омоложением, с самыми серьезными уходовыми процедурами инъекционными и релакс-процедурами, которые выполняют специальные сотрудники наши, все врачи с высшим медицинским образованием. Я закончила медицинский институт города Фрунзе еще тогда, это уже Бишкек, города Бишкек в 1996 году по специальности педиатрия. Потом я проходила на факультете усовершенствования врачей специализацию по дерматологии и косметологии. И также все наши врачи в клинике имеют соответствующую квалификацию. Мы все имеем право сотрудничать и работать на рынке. На рынке мы уже более 10 лет. В нашей клинике есть все необходимое оборудование. В нашей клинике представлены все самые современные аппараты, которые существуют на косметологическом рынке мировом. Мы с достоинством можем вам предложить и нитевой лифтинг, и мезотерапию, плазмотерапию, ботулинотерапию. Как я уже сказала, и самые сложные, и самые простые. Это и массаж лица можно сделать, и поверхностные пилинги. Если вам необходима процедура по мгновенному омоложению лица, мы тоже будем рады видеть вас у нас в салоне. Мы можем вам предложить процедуру, та, которая позволит вам выйти в свет уже через несколько часов. Можем предложить комплекс процедур, которые улучшат качество вашей кожи, улучшат качество вашей жизни, потому что не секрет, что мы женщины социальные, и мы должны нравиться прежде всего себе. Мы представляем свою программу на канале Мосдружба, и в поддержку можем сказать, что у нас в коллективе точно так же работают различные национальности. Сейчас пытаюсь посчитать в голове, сотрудников у нас где-то человек 35, и, наверное, 15 национальностей могу перечислить. Реально со всех точек мира. И корейцы, и лезгины, и осетины, и чеченцы, узбеки, русские, кыргызы, естественно, татары. И, наверное, еще надо будет прям перечислять украинцев, белорусов. Мосдружба за нас. Мы находимся на Токтагула 169 в городе Бишкек, пересекает проспект Мира.
Уважаемые телезрители, вы можете пригласить творческую группу программы «Мост дружбы» для съемок культурных мероприятий, где будут показаны национальные обычаи, традиции, игры, а также на знаменательные даты, народные гуляния разных национальностей. Кроме этого, вы можете поздравить своих друзей, родных и близких с их особенными датами. Принимают вас приветы и поздравления. Мы хотим создать для вас условия, чтобы вы могли передать друг другу приятные пожелания, выразить уважение и любовь своим родственникам, друзьям и сослуживцам. Таким образом, наводить настоящие мосты дружбы между людьми. Ведь в наши дни мы особо нуждаемся во внимании человека, который живет и трудится рядом с вами. Эти святые чувства дают стимул, помогают жить, творить и радоваться жизни. Ждем вас в рубрике «Приветы и поздравления». Обращайтесь по телефону 0551 66 52 52.